Перед тем, как кто-то приезжал, нас предупреждали. Если начнешь выступать, мы тебя переведем куда-то похуже. Поэтому все и делают, что им говорят. Танцуют и поют. Раньше власти Китая отрицали, что держат сотни тысяч мусульман в таких гигантских закрытых центрах, как этот. Но теперь нам показывают один из них. Чего они пытаются достичь? Показать, что эти люди не заключенные, а ученики, которые добровольно согласились на промывку мозгов. Вы здесь по своей воле? Да, я страдал от экстремизма и приехал сюда, чтобы поменять взгляды. Правительственные чиновники следят за всеми интервью. Вот так меняются убеждения мусульман Синьцзяня, уйгуров, казахов и представителей других меньшинств. Здесь зубрят китайский язык и законы, ограничивающие религию. Вместо приверженности вере и культуре появляется нечто иное. «Я люблю коммунистическую партию Китая», — написал этот человек. Разве не похоже на тюрьму место, где люди вынуждены оставаться, пока вы не разрешаете им уйти, даже если в этой тюрьме можно порисовать? Не знаю, что вы имеете в виду под словом «тюрьма». Это на самом деле образовательный центр. За последние несколько лет в Синьцзяне появилась целая система лагерей. Но в местах, которые нам показывают, недавно снесли внутренние барьеры безопасности и объекты, похожие на вышки охраны. Вместо дворов для прогулок появились спортивные объекты. И это внушает подозрение, что мы видим только показательные лагеря. Рахима Сенбай, который сейчас живет в Казахстане, рассказала мне, что ее лишили свободы только за то, что у нее на телефоне был установлен WhatsApp. Больше года она провела в нескольких китайских лагерях, в том числе и в этом. Она говорит о насилии и плохом обращении. А место для веселья тут есть только когда нужно произвести впечатление на заезжих чиновников и журналистов. У меня у самой такое было. Перед тем, как кто-то приезжал, нас предупреждали. Если начнешь выступать, мы тебя переведем куда-то похуже. Поэтому все и делают, что им говорят. Танцуют и поют. В голову приходит один вопрос. Что именно сказали этим людям перед нашим визитом? Их не приговаривали за какие-либо преступления и вообще не судили. Но власти Китая считают, что могут определять их вину заранее. По некоторым людям видно, что они готовы к убийству еще до того, как они убивают. Нам что, нужно ждать, пока они совершат преступление, или лучше предотвратить его? Есть много свидетельств, и некоторые сами нам об этом говорили, что людей в этой системе подвергают пыткам. Они находятся в переполненных помещениях, их изолируют от семей. Эти проблемы не так важны. Главное, что мы берем людей, которые находятся на грани совершения преступления, и возвращаем их в нормальное общество. То есть все эти люди — будущие преступники. Им выдали одежду, и они спят в комнатах по 10 человек с общим туалетом. Они даже представления не имеют, сколько месяцев или лет им предстоит здесь провести. Мы пытались снять и другие лагеря, где все еще есть вышки охраны. Эти гигантские центры гораздо меньше похожи на школы, и нам рады в них гораздо меньше. С наступлением темноты мы возвращаемся и слышим, как до позднего вечера здесь меняют взгляды людей.